Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі с нашай эксперткай, міжнароднай і ўнутранняй палітычнай аглядальніцай, гісторыкам, незалежным эксперткай і лідаркай спісу «Наша справа». Як это пишуць про бойцов с их позывным, так зараз будем писать Роза Донна Роза Турарбекова, да? Добрый день, господарня Роза. Добрый день. Напоминаю, список номер 4. Голосование продолжается. Поэтому, пожалуйста, голосуйте за нас. Список номер 4. Наша справа. Да, нягледзячы на тое, что як высветлілася, асноўнымі, хто займаецца папулярызацыяй выбараў УКС, гэта Le Monde і КАЦ, але і ўсё ж таки тут не мы, тут спадарыня Роза папулярызавала прынамсі свой спіс, і пра выбары нагадала. Але мы ўсё ж таки са спадарыняй Розай у нашай штотыднёвай праграме з аналізам падзеяў у Беларусі і вакол яе пачнем, як это звычайна, з зусім іншага. Спадарня Роза, я хацеў бы пачаць з самага новага, актуальнага, тым больш, што гэта побач з вами, дакладней, вы ў той краіне знаходзіцеся, дзе толькі што завершыліся прэзідэнцкія выбары. Прэзідэнтам стаў Наўседа, то есть ён атрымаў другі тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, і ваши чаканні. Вось нарэшце вось гэтая істэрыя з ліцвінізмам і яшчэ невядома з чым яно скончыцца, ці яно адно ўсё ж таки ад другога не залежыць. Як вы оцениваете ситуацию? Нет, я думаю, что с литвинизмом немного полегче стало после некоторых разъяснений, в том числе и Департамента государственной безопасности Литвы. Но так как в Литве сейчас политический сезон горячий, активный, дело не только в президентских выборах, но и в парламентских выборах, которые пройдут в конце лета, я имею в виду кампанию. Литва, как известно, это в первую очередь парламентская республика. Я думаю, что это президентские выборы, это такая... только начало, как говорится. Поэтому посмотрим, будут ли раскручиваться эти нарративы, связанные с литвинизмом, с антибелорусскими настроениями. Попытки, мы видим, опять возобновляются. Но уже не такие интенсивные, как это было ранее. Что касается президента Науседы, в принципе, ничего неожиданного в его победе нет. И весьма поучительно для белорусов, которые находятся сейчас в Литве, весьма поучительно, как, в принципе, выборы проходили. Второй тур, вы знаете, был, и во втором туре у Науседы был уже альянс с одним из кандидатов в президенты, который не прошел во второй тур. И это нам такой пример того, как делается политика современная в условиях демократии. Она основывается в первую очередь на дебатах, критике и альянсах, а не только исключительно на критике и еще раз критике. Поэтому это нам пример. Надо брать эти вещи на вооружение. В политике без союзников нельзя. Демократической политике, простите. Это только диктатор может себе позволить вообще не иметь альянса ни с кем политически. Поэтому мы должны этому и учиться. Таким чынам, ўсё ж таки, можа быць, калі казаць уже не про літвінізм, а про іншыя ініцыятывы, як то можа быць уроўніванне у нейкіх санкцыйным ціску на расіян і беларусаў, там нейкія абмежаванні, а некаторыя нават называют там нейкае слово такое агучваць, як дыскрымінацыя беларусаў па тых ці іншых нейкіх правах. Што з гэтым? Што вы можете спрагназаваць? Это будет зависеть как раз именно от парламентских выборов. Вы же знаете, что Науседа делал несколько заходов на счет того, чтобы приравнять белорусов и русских, но парламент сказал ему нет. То есть большинство в парламенте сказало ему нет, и он в общем и целом сдался. То есть 2 раза заход был, 2 раза
он накладывал вето, отправлял на пересмотр, парламент не был согласен с этим. Короче, это дело пока не прошло. Но в условиях, если вдруг в парламенте изменится ситуация, я имею в виду после выборов парламентских, вполне возможно, что Науседа попробует возобновить эту историю. Правда, мне кажется, что все-таки, в отличие, например, от грузинского кейса, Науседа не будет настолько упорствовать. Посмотрим, насколько будут серьезные, критические вот эти вот общественные настроения, насколько они будут толкать его на реализацию вот этой повестки, связанной с борьба с литвинизмом, антибелорусская повестка, повестка, связанная с железным занавесом. Вот это посмотрим, насколько это будет проходить именно уже через парламент, потому что парламент в первую очередь здесь имеет значение. На первом месте здесь на самом деле парламент. Это, еще раз напомню, Литва — это парламентская республика. Дарэчы, я не ведаю, ці сачылі вы за гэтым ці не, і я маю на увазе найперш за рэакцыяй, можа быть, у літоўскіх СМІ, экспертнай супольнасці, стэблішменце палітычным быў прызначаны новы кіраўнік, здаецца, генштаба лукашэнкаўскім, і гэта той генерал, які заяўляў про тое, што ў сувязі з санкцыямі, накладзенымі на Беларусь, беларуская нібыта войска мае права прабіць калідор сувалкаўскі, умоўна кажучы, да Калінінградскай вобласці. Вось гэтае прызначэнне нейкім чынам, вот якая была дакладней рэакцыя на яго ў Літве? Ну, если честно, я не видела прям какой-то специфической реакции, но литовцы в целом ставятся, да, до позиции Лукашенко и до политики Лукашенко крайне негативно. Они достаточно трезво, если не сказать, это одни из самых трезвых как бы правительств, да, и элит, которые оценивают ситуацию в Беларуси. Они вынуждены отслеживать внимательно, что происходит в Беларуси. Но я думаю, что они очень хорошо понимают, что дело не в назначении начальника Генштаба, дело в самом Лукашенко. А уже кто там за ним стоит, это все шахматные фигурки, которыми двигает только одна рука, имеется в виду Лукашенко или Путин. Но тут вот вопрос, кто больше двигает, Лукашенко или Путин. Литовцы склонны оценивать, что влияние Лукашенко сокращается, и в большей степени за всем этим стоит Путин. Кремль. Ну, калі ўжо закранули Путина, то давайте до гэтай тэмы і звернемся. Але спачатку да такой цікавай акалічнасці. Падчас візіта Путина у Мінск прайшла інфармацыя про тое, што прыляцеў, там ввогуле прогучала так фраза, самолет Януковича прыляцеў у Беларусі. Я, правда, сумняваюся, што у Януковича до гэтага часу ёсць нейкі там свой самолет, на якім ён мог прыляцець. Але тым не менш, чамусьці ён прыляцеў у Гомель. Нібыта. Але самае цікавае ў гэтым ўсё, і на гэту звярнуў увагу, дарэчы, вось наш агульны знаёмы, ваш калега, эксперт з Украіны Яўген Магда, што інфармацыя это была, а ніякіх пацверджанняў, ні фото, ні відэо, ні выступа, ні сустрэч, нічога не было. Так вось, гэта быў Янукович, і калі ён быў, то для чаго? Ці гэта быў прывід Януковича? І таксама тады для чаго? Ну, это вброс, очевидно, потому что действительно мы не получили никакой по этому поводу информации, вот, подтверждающей, да, вот, то, что он там находится. Это ИПСО. Это часть информационно-психологической операции, которая сейчас разворачивается. Разворачивается она именно в связи с тем, что тактические ядерные, вернее, учения по использованию тактических ядерных вооружений, визит Путина, эти самые наступления российских войск в Украине на Харьков, и в конце привозят, вроде как привозят, на самом деле не привозят Януковича прямо к украинской границе, что типа вот-вот что, вот-вот что. Это вынуждает, конечно, Киев нервничать. Я думаю, что, по крайней мере, удерживание части, там, я не знаю, вооруженных сил, возможно, на границе, или более внимательное отслеживание ситуации. Ограничения, я думаю, разного рода там ситуаций, связанных с
политической активностью Киева и отношений с, возможно, еще и с белорусской оппозицией, как они считают. Но я думаю, что здесь вот как раз это играет самую последнюю роль. Вот на первом месте это вот припугнуть Киев, заставить его нервничать, заставить Зеленского удерживать часть войск около или перебрасывать часть войск на белорусскую границу. Далее, конечно, лучше пусть эксперты военные консультируют, вернее, комментируют этот момент. Но то, что это информационно-психологическая операция, это абсолютно очевидно. Калі ўсё ж таки вярнуцца до самого факта візіта Путина у Мінск, но увогуле звычайна как бы на со справаздачай у Кремль выклікаюць Лукашенко, і ён уже там целую там калію протаптаў туды бегаючы, а Путин бывае вельмі рэдка у Мінску. Ўсё ж таки на ваш погляд, что насамрэч падштурхнула Путина прыляцець сюды? Но ему же надо подтвердить вот это вот ИПСО с точки зрения вот учения тактического ядерного оружия, использования тактического ядерного оружия, учения. И вот Беларусь принимает участие в этих учениях. В данном случае Путин приехал в Беларусь как на полигон, на свой. Не с визитом, а за этим читается совсем другое. Он приехал на учение, он приехал на полигон, он приехал туда, откуда он будет грозить там кому-то там, ну не шведу, да, но поляку, там, литовцам и всему НАТО, как говорится. Вот и, собственно говоря, его миссия настоящая. Ну, а там, ну, вы слышали там, что вот в очередной раз они подтвердили про союзное государство, про интеграцию. Слушайте, ну, ради этого навряд ли бы Путин приехал. Тем более все бумаги они еще подписали в конце зимы. Что тут, как говорится, о чем тут еще говорить? Вопрос был решен о цене на газ и нефть. Ну, можно подумать, он до сих пор не решался. Он решался, и там дело совсем было не в этом. Вот учение, да. Учение, да, это вот он приехал на полигон помахать дубинкой, там, ну, маленькой тактической ядерной пока дубинкой, но помахать. Калі казаць про гэтыя чырвоныя лініі і іх тут малююць з усіх бакоў, ну любимая справа безумоўна гэта Кремля, Москвы. Вот калі вот вы там дашлеце танки ва Украіну, мы тут чырвоная лінія перайдзена, там яшчэ нешта зробіце, чырвоная лінія, і вот не дай бог что-то пераходзяць гэтыя чырвоныя лініі. Ужо я гляжу на 2000 кіламетраў углыб России, украінскія беспілотнікі лятуць, знішчаюць станцыі слежэння радыолакацыйныя, і наколькі я разумею, это так званы антыядерны шчыт радыолакацыйны знішчаецца расійскі. Чырвоныя лініі вот этыя кремлёўскія пераходзяцца па ўсім бакі, і как-то вот і ўсё новае малююць, і ўсё. З іншага боку, і захад нейкія чырвоныя лініі таксама прамаляваў, калі будзе там значны прарыў фронта ва Украіне, то будуць скіраваныя войскі заходнія ва Украіну. Там яшчэ нешта наконт там удара, нешта і наконт беларускага удзелу таксама сказана. Гэта таксама двухбаковае ІПСО, гульні, папярэджанні, ці это ўсё ж таки нешта ўжо на больш сур'ёзны ўзровень пераходзіць? Ну, что касается стран Европейского Союза и США, их цель очевидна. Это не допустить еще большей эскалации конфликта. Чтобы вот эта воронка, она не расширялась территориально, и поражение, я имею в виду поражение мирных объектов с гибелью гражданских лиц, да, чтобы это не становилось все более ужасным. Но, к сожалению, да, мы с вами видим, что это все равно происходит. Вот. Предоставление своих видов вооружений, когда они предоставляют оружие, они же ставят условия. Вы же видели буквально на днях, по-моему, я это вчера прочитала, Олаф Шольц опять заявил о том, что он против того, чтобы использовалось вот, оружие против, не против российской армии, а на территории России, да, то есть далеко на территории России имеется в виду. Вот. Это вот все еще вот из той старой песни,
которая была, скажем так, в прошлом году, позапрошлом году, да, мы слышали об этом, условия предоставления дальнобойных орудий. Вот. Но для всех остальных уже стран НАТО это уже вопрос решен фактически. Настроения изменились, потому что Мариуполь сдали, миллионный город, да, а вот если Харьков сдадут, то это как бы ставит вопрос всерьез о возможном поражении Украины. А это они себе могут позволить? Я не думаю, что они могут себе это позволить. Я думаю, что вот как раз с этим и связаны изменения, внутренние изменения настроений, в том числе среди политического истеблишмента. Там. Это речь идет о новых заявлениях главы Генсека НАТО, о том, что говорил до этого Макрон, естественно, о тех заявлениях, которые сегодня мы слышим от руководства Польши и Литвы, о направлении войск. Вот, то есть это уже это буквально изменение настроения, потому что они, я так понимаю, просчитывают разные всякие варианты. И самое сейчас страшное и вполне реальное – это оккупация Харькова. Ну а перед этим вы представляете, что такое Харьков? Второй крупнейший город в Украине, многомиллионный. И если его постигнет участь Мариуполя, то там сколько будет жертв? В какую гуманитарную катастрофу это превратится? Вот это будет все на совести тогда Запада фактически, потому что это они же ставили там какие-то там червоные линии, да? Вот. И они же задерживали военную помощь. И вот сейчас то, что происходит на фронте, это как раз именно следствие того, что следствие задержки и нерешительности. Поэтому они сейчас, настроение меняется, потому что реально замаячило поражение. А вот с такого рода последствиями, это вам не Алеппо где-то там. Это не Ирак и не Афганистан. Это вот здесь будет. Вот. Ну, следующий будет что? То есть это приближение войны к порогу НАТО. Очень реальное приближение, не там, не фигуральное. А как бы я думаю, что в военных стратегических планах они все это сейчас, вот эту вот новый элемент они вводят. И все, что связано сейчас с продвижением русских войск на севере Украины и угроза Харькову, это дополнительно очень мощный аргумент для военных на Западе. Их до этого времени, слушали, но не меняли мнение. Или меняли очень медленно. По Шольцу это видно. Шольц отстает. Он прям совсем отстает. А вот все остальные, да, они двигают вперед. И мне интересно, вот когда будут выборы в Германии, я имею в виду общий национальный парламент, что будет с социал-демократами? Я думаю, что Шольц не сможет стать канцлером. Не сможет. Ну, это мое такое очень приблизительное мнение. Я не следила в последнее время за тем, что происходит в Германии. Я вижу сейчас, как с АфД, что происходит, и их влияние сокращается. Скоро будут выборы в Европарламент, как вы знаете. Это такая лакмусовая бумажка будет, это такой будет вот показатель настроения Европы буквально. Вот. Ну, а далее то, что будет происходить в Германии, естественно. Но как бы все это не слишком было бы поздно. Вот в чем дело. Олег Кротов чамусьці піша беларусам учить украінцев такое сябе. Олег Кротов, па-першае, вы слухаете, про што гаворка ідзе, ці просто так вот абы ляпнуть, что не попадзе? Учили тут не украінцаў, а ацэньвалі дзейнасць захада у гэтым накірунку. Гэта першае. Ну а другое, калі ўжо на тое пайшло, калі украінцам можна учыць беларусаў у каментах, то чаму нам нельга павучыць украінцаў у пэўных нейкіх пытаннях, калі ўжо... А господин Кротов на кого сейчас работает? Я не думаю, чтобы он сейчас пытался защищать интересы украинцев. Это люди, которые разжигают рознь между украинцами и белорусами. А если это не откровенный тролль, то у меня другой вопрос. Вы кто вообще? И что вы сидите там в чате сейчас? Вы в Украине? Оружие в руки берите, идите под Харьков, где гибнут сейчас наши белорусы, кстати говоря, где полк Кулиновского сейчас воюет. Я никого ничему учить, никого ничему не хочу и не собираюсь. Но у меня встречный вопрос. Чем вы тут сейчас занимаетесь? Чего вы не работаете? И не воюете?
Я хотел бы вот звярнуцца яшчэ на словы, якія прагучалі ад Зеленскага про тое, что калі ну будзе параза там скажем Украины в дадзеным выпадку, ну і ввогуле там можа параза не параза, але здаецца прагучала так: наступнымі мэтамі Крамля, военными мэтамі, ахвярамі магчымымі стануць краіны Балтыі, Молдова і Казахстан. Гэта напярэдадні вось ўсё ж таки гэтай сустрэчай у Швейцарыі, ну так как бы трошку даецца такі посыл рашучасці заходнім палітыкам. Ці ёсць сапраўды рэальныя пагрозы? Ну, мы с вами кейс Казахстана уже неоднократно обсуждали. Там много чего как бы происходит. Скорее всего, это тоже там информационно-психологическая операция. Ну и вы понимаете, что на сегодняшний день российское общество представляет из себя достаточно больное общество с очень такими непомерными имперскими амбициями. Вот, общество буквально болеет войной, считает войну в Украине нормальным явлением. И, соответственно, этот инструмент применяет уже в своем воображении, особенно отдельные русские политики, в отношении Казахстана тоже. Вот, поэтому ничего удивительного здесь нет. Ну, в контексте, конечно, возможной конференции в Швейцарии, вернее, предполагаемый, вот, который будет, я думаю, что западные партнеры должны себе представить воочию, что эта угроза является не гипотетической. А если до сих пор их мнение относительно этого было достаточно скептичным, то все, что касается украинского кейса, я имею в виду войны в Украине, которая началась не в 2022 году, напомню, а в 2014 году, а до этого была Грузия, да, в 2008 году, вот, и это союзное государство, которое целью своей ставит фактически медленное поглощение Беларуси, то чего ж тут я не понимаю, какие еще должны быть предъявлены доказательства относительно совершенно агрессивной имперской политики Кремля, попытка государственного переворота в Молдове, например, вот, постоянные угрозы относительно Польши и Литвы, все эти планы насчет Сувалкского коридора, все это как бы озвучивается, и озвучивается не маргиналами, а озвучивается Медведевым, озвучивалось Путиным, статьи были написаны, там, «Историческая Россия», или там что-нибудь про Польшу было написано у Медведева, да? Они же не занимают какие-то маргинальные позиции, это же там не на задних лавках в Госдуме сидят они. Это же первые лица государства, а самое главное, что за всеми этими словами дальше происходит, принимается решение о широкомасштабном вторжении в Украину. Какие еще доказательства? Я думаю, что, в принципе, надо думать в этом направлении и делать все возможное для того, чтобы обезопасить и остановить Россию в первую очередь, обезопасить ее соседей, не прислушиваться, а слушать их. Вот, слушать их страхи, они вполне реальные. И сделать все для того, чтобы остановить Россию. Россию необходимо остановить. І з гэтай нагоды, спадарня Роза, да вас будзе пытанне як да спецыяліста па перамовах. Вот гэтая канферэнцыя у Швейцарыі, на якую па словах таго ж самага Зеленскага ўжо далі згоды накіраваць сваіх прадстаўнікоў звыш 80 краінаў свету. Чаго вы ад яе чакаеце? Там, дарэчы, нібыта заявілі пра жаданне таксама паўдзельнічаць у той ці іншай ступені і Кітай і Расія, нібыта. Ну, але вот все ж таки, чаго чакаць ад этой конференции? Это создание международной коалиции в поддержку Украины. Вот чего я жду. Это не переговоры настоящие, которые ставят своей целью прекращение войны. А настоящие реальные переговоры о прекращении войны начнутся тогда, когда в эти переговоры будет включена Россия. Сейчас это узмацнение, да, буквально усиление позиций, переговорных позиций Украины перед лицом российской угрозы и ее наступления. Вот моя оценка. Ну да, то есть вот разлікаў на тое, что магчыма там будуць знойдзены там нейкія шляхі да ну я не ведаю там да перамір'я, ну не даводзіцца.
Нет, ресурсы еще не исчерпала Россия. Российское общество еще по крайней мере, элита Кремля, они не готовы на самом деле к настоящим переговорам, к тому, чтобы остановиться. Я хотел бы яшчэ звярнуцца трошечку у той рэгіён азіяцкі, ну троху далей, Грузія. Вось дзіўная сітуацыя у Грузіі. Лукашенко заявіў пра там, скіроўваючы віншаванне грузінскаму народу, як это звычайную на апошнім часам робіць, там народ віншуе, про тое, что вот ён спадзяецца на аднаўленне там супрацоўніцтва, контактаў, сувязяў с Грузіяй. Ну как бы нормально, пасля таго як у мінулым годзе ён сустракаўся с так званым кіраўніком Абхазіі Асланам Бжаніяй. Вот. Ну а зараз подумаешь, тады з Бжаніяй, зараз вот з Грузіяй как бы ўсё наладзіць адносіны, как бы все нормально. Ну що ж таки, як кажуть, 20 баксов есть 20 лары есть 20 лары, да? Конечно, но он же член ОДКБ, да, Беларусь член ОДКБ, но это же не мешает в Азербайджан приехать, да, и поехать туда, к Нагорному Карабаху поближе, да, и заявлять о том, что мы поможем построиться, отстроиться. Поэтому подумаешь, какие мелочи. Поздравления грузинскому народу на фоне встреч с сепаратистами. Вот, поэтому, ну да, и тут же важно понимать, что сейчас за Грузию идет борьба, вот, не шуточная, и там внутри вы же видите, какие сейчас настроения, и я сегодня прочитала, что грузинская президентка предложила план, в том числе предложила провести досрочные выборы парламентские. Вот. И в этом плане там много что есть. Там реформа судебной системы, реформа МВД и отказ от законов, которые исключают европейскую перспективу Грузии. Понятно, о каком законе идет речь, да? Вот. Сейчас идет обострение политической борьбы внутри Грузии. Посмотрим, что с этого будет. Потому что, ну, как бы очевидно, да, прямо сталкиваются лоб в лоб Россия и Европейский Союз и Соединенные Штаты в Грузии. Это лоб в лоб там идет уже фактически. Ці можна казаць, что в прынцыпе, ну как бы праеўрапейскія настроі, там антырасійскія настроі, ну демократычныя настроі проиграли у Грузии? Нет, я не думаю, что это так. Другое дело, что эти настроения, вот эта волна, да, против этого закона об иноагентах, вот что касается президента страны, она сейчас пытается это оформить с точки зрения политического процесса. Она пытается предложить новые парламентские выборы, возможно, на волне этих настроений, в парламентских выборах произойдет вот этот перелом. Я имею в виду, что грузинская мечта станет меньшинством. Вот, потому что, ну, абсолютно как бы очевидно, что Грузия сейчас находится на пороге политического кризиса, если вот дальше так пойдет. И это очень сильно может сказаться на будущем Грузии. Оно фактически уже сказывается на будущем Грузии. Мы же видим, как сегодня ухудшаются отношения между правительством Грузии и, например, Соединенными Штатами. Сейчас заявления начались такие, да, в общем и целом. И если грузинское правительство, в первую очередь, да, представители грузинской мечты ставят такой целью, они сделали свой геополитический выбор, то общество как-то надо об этом все-таки спросить, захотят ли они спрашивать, или они хотят снова вернуться к тому положению, которое было до революции роста в 2003 году. Но это ужасно. Это просто... для меня это... Нет ничего невозможного, это правда, но для меня это настолько страшно. Страна, которая пострадала от войны с Россией, где к России... это была первая же военная, фактически, да, такая кампания русских. Они же там... Грузины помнят, что происходило тогда. И сейчас как такое вообще возможно? И я уверена, что грузинское общество может найти в себе силы и изменить ситуацию, убрать от руля эту
грузинскую мечту, которая совсем, по-моему, не грузинская. Ну, это уже как бы их внутреннее дело. С аднаго боку, да, з другого боку, ну как бы это ўсё ж таки рэгіён вельмі такі складаны, і ўзмацнення там расійскага ўплыву не вельмі хацелася. І дарэчы, вот калі працягнуць туды, пайсці трошку далей, Арменія ось прайшлі шматтысячныя мітынгі у Ереване з патрабаваннем адстаўкі Пашыняна. Ну здавалася б, грамадства нацыянальна арыентаваныя людзі, свядомыя, абураныя сітуацыяй з Арцахам, з Нагорным Карабахам, што ўсё ж таки пайшлі улады на чале з Пашынянам на вось гэтае ўзгадненне, на нейкія мірныя перамовы, як яны лічаць, на здачу армянскіх інтарэсаў Азербайджану. Але з'яўляецца інфармацыя пра тое, што нібыта у гэтыя пратэсты былі ўлітыя добрыя мільёны расійскіх грошай. І так узнікае такая думка: ну няўжо зараз у Расіі хапае яшчэ рэсурсаў і ўсяго астатняе на тое, каб спрабаваць прасоўваць нейкія, рабіць нейкія акцыі і ў іншых, акрамя Украіны, краінах, тое ж самае Грузія, Арменія, Казахстан, магчыма, я уже не кажу про краіны Африки. Ну, на дурное дело денег не жалко. На это нет. На решение социальных вопросов жалко, наверное. А на это нет, не жалко. Этим всегда она отличалась. Этим империя-то всегда отличается от нормального демократического государства, где целью ставятся какие-то там, я не знаю, соображения, как они думают, высокого уровня, там, влияния, распространения, территориальные захваты. Вот, они же там воображают, что они там борются за мировое господство, ну, по меньшей мере, за господство хотя бы на Кавказе, да. Но ради этого несколько миллионов, это им кажется, что это не самая высокая цена. Используют сейчас ситуацию, вот. Но позиции России, конечно, они поняли после проигрыша Армении и победы Азербайджана в этой войне, они поняли, насколько их позиции на Кавказе сильно ухудшились и ослабли, потому что настоящим бенефициаром этой войны стала Турция. И усиление Турции на Кавказе и в Центральной Азии за последние 2-3 года, ну, с 22 года, возрастает. И русские смотрят на это очень ревностно. Вот. Что они могут этому противопоставить? Вот. Они этому противопоставляют политический кризис и хаос и прочее, там, подъем русского мира. Там у них этих, как бы, таких агентов русского мира полно. Общество долгое время рассчитывало на Россию как на союзника. В общем и целом в Армении достаточно сложная внутренняя ситуация с точки зрения общественного мнения. Вот. Запад далеко, а Россия близко. Вот. Турция, естественно, враг. Азербайджан – враг. Кто еще может помочь армянам? Иранцы. Иранцы – союзники России. Все, весь расклад кавказский для Армении. Он очень плохой, на самом деле, для Армении. Вот. Им там в корне надо как-то, я не знаю, перестраиваться. Они свое упустили, поэтому они и проиграли. Им надо было отношения с Турцией все-таки. Был момент у них в 2010 году или в 2009 году, был момент, когда стало возможным взаимное признание дипломатических отношений, ну, взаимное признание и установление дипломатических отношений. Вот. Но у них ничего не вышло. И все. Они находятся в изоляции. У них нет выхода, только русские фактически. А русские их подвели. Ну, як звычайна. Дарэчы, вот мы шмат казалі пра абмежаваныя магчымасці ў міжнародных кантактах у лукашэнкаўскага рэжыма, і ўвогуле, как бы, апошнім часам выказваліся пра тое, што, ну, неяк так пайшла кар'ера Качановай уніз. А тут вот такая інфармацыя. Качанова поехала ў Кітай, не абы куды, а ў Кітай, с афіцыйнай дэлегацыяй і будзе там с кітайскімі жанчынамі парламентарыямі сустракацца. 2 заканадаўчых органа наладзяць вялікую супрацу. Прорыв? Не? Ну, хорошо. С Си Цзиньпинем встречаться будет?
Не написано пакуль, да. Извините. Тогда насчет прорыва пока я отложу такое мнение. Надо посмотреть, на каком уровне будут ее принимать. В первую очередь речь идет о встречах, наверное. Ну, если мы с вами говорим о прорыве, то встречи должны быть на самом высоком уровне. Вот. И под самым высоким уровнем, конечно, подразумевается там, глава государства, министр иностранных дел, там, я не знаю, на таком уровне. Это у вас подразумевается, а у іх, да. вот я цитую, яны будуць удзельнічаць у пасяджэнні комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Высокого уровня, а вы говорите. Ну да, но я, извините, как-то слишком Сорвалось, да, наехала на Качанову. Ну да, они же китайцы, они же в этом смысле большие дипломаты, с большой дипломатической историей тысячелетней, да, вообще. Они знают, как там этих варваров северных, как это сказать, пыль им в глаза пускать, примут, чай накроют на высоком уровне, за одним столом посидят. Вот. Вопрос, что она привезет с этого высокого уровня. Ну, да, может быть, и самое, ничего. Может быть, самое и ничего. главное, а что парламент там решает вообще в этом Китае? Что он решает? Вот на уровне БКПК вот была бы какая-нибудь женская лига КПК. Это было бы интересно. Вот мне кажется, вот здесь было бы здесь был бы прорыв. Я согласна. Или, например, с женщинами, там, генералами, там, НОАК. Это сила. НОАК – это Народно-освободительная армия Китая. Они это влиятельные очень люди, да. Что там парламент, не знаю, ну, наверное. Ну да, на уровне. Как это сказать? Это соответствует уровню. Но если говорить о прорывах, о влиятельных институтах, то в Китае, конечно, это КПК, НОАК. Вот это влиятельное. А это, ну, не знаю. Ой, не знаю, спадарня Роза, вы зараз договоритесь, уже там, знаете, парламент Китая вам не высокий уровень, вы договоритесь до того, что и палата представников Республики Беларуси ничего не вырашая, и сам Олег Гайдукевич, дикпик, депутат, как бы ничего не значит. Ну вы что, ну? Но теперь есть ВНС, понимаете? Вот уровень ВНС. И там с той стороны тоже есть такой уровень. Самые всекитайское собрание, кстати говоря, оттуда же отчасти похожая модель. Вот. Ну, там есть тоже такой уровень. Ну, палата представников, ну, не знаю, наверное. Добра, давайте мы про яшчэ одну тэму закранем, а перад гэтым я зраблю такую невялічкую хвілінку рэкламы. Я заўсёды раю сваім нашим слухачам і гледачам подписываться на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай, что я в прынцыпе і сёння вам таксама раю. Але як высветлілася, спадарыня Роза становится таким, ведаеце, уладаром соцсетак, можна сказаць. Яна ўжо зрабіла першы стрым заўчора, здаецца, у Інстаграме на сваёй старонцы, і калі нічога не здарыцца, я так разумею, сёння яна распачне працу на сваім YouTube канале, на сваім асабістым. Так что уже можете параіць, куды ісці, як называется, что там будете абмяркоўваць. Калі ласка, вам слово. Действительно, я очень долго думала, делать это или нет, но вынуждена, потому что я вижу, что не хватает времени мне объяснять все то, что я думаю. Это связано с моей политической, конечно, активностью из политической кампании, но не только. Вот, я пытаюсь сейчас создать YouTube-канал Smart Tour. Понятно, почему Smart, почему Тур – это первые буквы моей фамилии. Вот, я в своем телеграм-канале размещу анонс и время, когда я начну стрим. Если честно, я, как сказать, со скепсисом отношусь к самой себе и к возможностям своим. Я вижу, как YouTube-блогеры работают. Я все еще, ну, я любитель и новичок, поэтому не относитесь к этому слишком строго, но надеюсь, у меня из этого что-то получится.
Ну, в любым выпадку з цікавасцю паслухаем, але я вось слухаў ваш стрым у Інстаграме, і там была одна тэма, звязаная з вайной і ў Ізраілі, і было вам зададзенае пытанне, хто правы, хто вінаваты ва ўсёй гэтай сітуацыі, з аднаго боку Палесціна, з другого боку Ізраіль. Безумоўна, вы там правильно сказали, шукаць хто правы, хто вінаваты, асабліва калі заглыбляцца ў гісторыю, то там, як это кажуць у народзе, чорт нагу зломіць разбірацца ва ўсёй этой сітуацыі. А я вас пытаюся з гэтай нагоды, але пра іншае. А скажите мне, калі ласка, ўсё ж таки, на ваш погляд, адкуль ўсё ж так шмат пра палесцінска, пра хамаскі, под левацка настроеных людзей у Европе і у Амерыкі, і ў ЗША, і ў Канадзе, я маю на ўвазе. Што гэта? Адкуль гэта? Ну, Фридман кажа, што вот прайгралі інфармацыйную вайну, вось гэтым вот, ну не ўсё ж інфармацыйнай вайной абмяжоўваецца. Выбачайце мяне, калі вялікая колькасць, з аднаго боку можна пасмяяцца там над тым, што вот яны там у Еўропах збіраюцца у каких-нибудь там кафешках элітных і закруціўшыся у арафаткі, седзячы там на якіх-нибудь парыжскіх кафешках, паедаючы круасана, разважаюць пра тое, як там Ізраіль неправільна сябе паводзіць, як бедныя несчасныя дзеці ў Газе. Але ўсё ж таки колькасць таких настрояў, ну, выклікае пэўную насцярогу. Як вы оцениваете, откуль это? Во-первых, с моей точки зрения, это отчасти проигрыш информационной войны, но она заранее уже была проиграна. В ней нельзя было выиграть по многим причинам. Первая причина – демография. Что касается демографии, если внимательно посмотреть, какое количество мусульманского населения сейчас проживает в странах Европейского Союза и в Северной Америке, и сопоставить численность, именно буквально численность этого населения, это же граждане, это не мигранты, не путайте, пожалуйста, господа, я уже замучилась это рассказывать. Это были когда-то мигранты. Сейчас это граждане этой страны. Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Соединенных Штатов. Это граждане страны. Но при всем при этом они мусульмане. Сопоставить численность мусульманской, условной мусульманской диаспоры, потому что на самом деле там нет мусульманской диаспоры, есть там турецкая, там арабская, там, я не знаю, какая-нибудь там египетская и так далее, да? Но это все мусульмане. И сопоставить это с еврейской диаспорой. Просто статистика. Первое – это демография. Второе – это не иммигранты уже, это граждане. Они уже там живут давно. Соответственно, дети мигрантов выучились, учатся в этих университетах, учатся, имеют уже свои средства, определенные взгляды, а самое главное – голос. Это второе. Третье. Расставленная ловушка России. Я считаю, что это ловушка, которая была расставлена Россией, и в нее эти наши любимые, дорогие европейские, американские элиты вляпались, прямо вляпались. И я это предвидела, говорила об этом в октябре и в ноябре, кстати говоря. Вляпались. Почему? Потому что они, с одной стороны, для них Израиль, естественно, является их стратегическим союзником, Соединенные Штаты. Понятно, да, какую позицию заняли? Но в чем заключалась ошибка? Ошибка заключалась в том, что они дали Биньямину Нетаньяху карт-бланш на проведение военной наземной операции в секторе Газа всеми видами вооружений. Я говорила о том, что там плотность населения слишком высокая. И чтобы добиться уничтожения Хамас в секторе Газа, для этого надо уничтожить там всех. Вы видели, как сверху сейчас выглядит сектор Газа? Мариуполь отдыхает. Просто отдыхает. Это первое. Второе. А где заложники? А что с заложниками? Когда началась наземная операция, про заложников забыли фактически. И сейчас родственники заложников
устраивая демонстрации в Израиле, оказываются где? Задержанными. Вы знаете же это. Это была ловушка России. Почему? Потому что хочешь втянуть Запад во что-нибудь грязное, нехорошее, начни войну на Ближнем Востоке. Кто начал войну? Понятно, что Хамас начал войну. А со стороны Израиля кто был? Понятно, что была партия Ликуд. Ликуд – это правая партия. Им повода не давай, они будут палестинцев уничтожать. А тут такой прекрасный, замечательный повод. Они устроили геноцид в секторе Газа. Это геноцид по численности погибших. Поэтому все это видя, всю эту картинку, мусульмане Европы, Северной Америки начинают, естественно, возмущаться. В ответ на их возмущение им говорят, что вы антисемиты. Это самая смешная история, которую я когда-либо слышала в жизни. Когда арабам говорят, что они антисемиты. Если они тоже семиты. Если они принадлежат к одной языковой группе семитской. Все европейские комплексы, чувство вины и прочее им не знакомы. Они в этом не принимали участие. Они не принимали участие в Холокосте. Они приехали в Европу значительно позже. Они не понимают просто, что им говорят. Но они понимают, что мир, западный мир сейчас находится на стороне тех, кто уничтожает арабов и палестинцев. Вот что они видят. И начинается, конечно же, агитация. Контрпропаганда, да, если можно так выразиться, крайне слабая, потому что вначале надо было признать ошибки и с этого начинать, а не упираться рогом в землю и говорить, что вот все это правильно было. Правильно, что именно правильно? Вот тут тоже очень важно. Вот все эти нюансы необходимо было разъяснять. Но то, что... И мне крайне жаль всех, буквально, потому что мы все стали жертвой и попали в ловушку России. Я считаю, что в Кремле шампанское льется рекой, когда они вспоминают про сектор Газа. А потом они стали еще и принимать этих руководителей хамасовских в Кремле, помните? Угу. Без зазрения совести. Просто, фактически, указывается, кто это сделал, кто им дал оружие, кто начал, а Биньямин Нетаньяху воспользовался этой ситуацией и сейчас реализует свою повестку. При этом Биньямин Нетаньяху тоже ездил в Москву с Путиным. А по итогу мы что сейчас имеем? Войну на Ближнем Востоке, уничтожение и тех, и других. Заложников нет, вообще вся история с заложниками закрыта. Хейт с двух сторон, да. Мир поделился опять. Браво, Путин. Он разделил мир в конечном итоге. И что мы сейчас видим? ЮАР подает в Гаагский трибунал заявку о том, чтобы признать международное преступление, человечности, я имею в виду на Израиль. Где Украина? Я когда все это читаю, вижу, где Украина? Мы где? Нас нет. Итог. Вот все. Да, але калі гэты падзел такі можа быть светапоглядны атрымліваецца найперш адбываецца, а не па там нейкіх таких іншых крытэрыях, у чым пагроза для заходняй цывілізацыі? Гэта можа быць гэтых таких прапалестынскіх, я не ведаю, як тут правильно сказаць, настрояў, і можа быть сапраўды захад так зараз крытыкуе Израиль, Нетаньяху, их дзеянне, Хамас асабліва там і не крытыкуе, разумеючы того, что за Хамасом-то стаіць Москва, и в принципе Хамас равно Россия. Близко, по крайней мере, Хамас к России, близко, конечно. К Ирану, ближе к Ирану, надо сказать, да, тут цепочка немножко, чуть-чуть длиннее, да. Я скоротил, да, зразумела, что она как бы... Хотя и напрямую тоже есть. Я не вижу большой угрозы именно со стороны пропалестинского движения в Европе. То, что вы называете леваками, это университеты, на кампусах там эти собрания, да, эти демонстрации и так далее. Университеты всегда были к этому склонны, это пройдет.
Это пройдет. Тут угрозы прямо западной цивилизации, это опять столкновение цивилизации, Сэмюэль Хантингтон. Я сейчас просто на стенки полезу, если честно, от всего от этого. Здесь дело не в этом. Здесь речь идет о манипуляции, с одной стороны. С другой стороны, речь идет об ошибках, серьезных ошибках и просчетах, в первую очередь правительств западных. Они должны были сделать определенные ограничения, наложить определенные ограничения на действие вот этой наземной операции в секторе Газа. Вот. И не поддаваться на эти провокации. Это те выводы, которые надо сделать. И что меня еще больше всего в этой ситуации раздражает, это вот тут вот, извините, что я скажу, это медиа. Я открываю BBC, CNN, что-то еще. Блин, на первом месте война в секторе Газа. Реальная угроза цивилизации в Украине находится. На Ближнем Востоке таких войн и конфликтов было. Это еще не война на самом деле. Она, как это сказать, всячески подогревается с разных сторон. Да? Помните, мы с вами тут обсуждали вопрос возможной войны между Ираном и Израилем. Но не случилось же. Мы с вами обсуждаем то, что может произойти, вместо того, чтобы обсуждать то, что уже реально сейчас происходит под Харьковом. Для меня реальная угроза цивилизации находится под Харьковом, не в секторе Газа и даже не в Иране. Они в своей цивилизации, они никуда не денутся. С ними все будет в порядке. Они между собой еще, подождите, там внутри еще будут разборки. Я имею в виду в Иране, в Израиле, я надеюсь, наконец пройдет нормальный цивилизованный процесс, избирательный процесс, и они, наконец, назначат правительственную комиссию по изучению причин того, почему так получилось. Вот, эти разберутся. А вот реальная угроза цивилизации сейчас под Харьковом. Вот это правда. Вот тут да. Вот это то, что ради чего Путин старательно разжигает войны по всему, вооруженные конфликты по всему миру, где только возможно, вкладывает деньги в это дело. Помните, что касается Красного моря? Сейчас про хуситов что-то как-то уже мало пишут. Сектор Газа там, да, там бурлит. Вот. Иран, как бы Иран, Израиль. Видите, как вот это, кстати говоря, очень успешная была проведена операция американцами, иорданцами, их союзниками по предотвращению расползания войны на Ближнем Востоке. Здесь было отработано просто супер. Вот. Но реальная, с моей точки зрения, угроза цивилизации находится в совсем другом месте. Это в Украине. Ну, там как бы такая проява, але калі вот парафразаваць, то ўсё ж таки рэальная угроза цывілізацыі знаходіцца ў Крэмлі, в Москве. Именно. Но я имею в виду буквальное столкновение, да, широкомасштабное. Оно вот сейчас там. Судьба цивилизации сейчас решается под Харьковом. На заканчэнне я хочу два пытання вам задаць. Першае, такое вельмі, ну, для мяне нават смешная. Рускамірка Мірсалімова написала допіс такі абуральны про тое, што сустрэла яна свайго калегу, я бацьку. Вот, ну, і так і піша: он не рускамірыц, но он дзяржаўнік, я бацька. Вот, і які паскардзіўся на тое, што на пустым месцы, оказывается, такое здараецца ў Беларусі. На пустым месцы яго затрымалі, нешта там знайшлі, нібыта ў тэлефоне, і на 15 суток отправілі у камеру адпачынка. Вот, ну, вот это санаторый, у які рэкламаваў Азаронак, правда, сам у ім чамусьці не астаўся, толькі там кашкі паеў, нібыта спецыяльна падрыхтаванай на Акрэсціна, і хуценька свалил. Вот. Ну а вот этот я батька провел там 15 суток абсолютно по словах, по перакананні яго самого и по словах Мірсалімовой бесподставно. И Мірсалімова задае пытанне такое: так что ж это у нас делается-то в нашей-то Белоруссии? І гаспадарыня Роза, гэта тое, пра што мы з вами гаварылі. Это пачынаецца вось гэта жаба пачынае жэрці гадзюку там, ці яшчэ не, как говорится, так, перегибы на местах.
как-то там революция пожирает детей своих, но тут не революция, а контрреволюция. Контрреволюция пожирает детей своих. Ну, понятно, что если этот режим установлен по всей стране, ну, рано или поздно они должны попадаться туда. Ну, дошла до них очередь. Не знаю я, какие они сделают для себя выводы, не сделают они выводы, они не умеют делать их. Просто вот, ну, как бы в лоб, да, когда уже взяли, посадили, тогда да. Вот. Ну да, к сожалению, сейчас это все превращается в такой мини СССР сталинского времени. Пока еще расстрелов нет, мне вот говорят, что ну вот расстрелов нет. Ну, посмотрим. Так, ну і на завяршэнні нашай размовы по нашай добрай традыцыі мы закранем тэму выбараў у карнацыйную раду. Але я хацеў зараз звярнуцца не да лідаркі спісу наша справа спадарыні Розы, а да ўсё ж таки да эксперткі Розы Турарбекавай. Якія высновы вы як экспертка незалежная робіце для сябе по выніку гэтай кампаніі? Якія адкрыцці, якія там непрыемныя ці прыемныя можа быть высновы і анализ, вот что вот так вот вы сели, так вот я зараз як экспертка хочу, что нам гэтыя выборы ці гэтая кампанія показала на палітычным, паліталагічным, чалавечым узроўні. Ну вот, калі ласка. Но вот интересно, как я сейчас могу сделать анализ независимо от самой себя. Не знаю, мы ж тут пишем незалежная экспертка, так что давайте вот отповедайте. Валяйте, да, будьте добры. Я хочу сказать, что в принципе это хороший был опыт. Я общалась со своими коллегами, они говорили о том, что как это ни странно, но, видимо, это в зависимости от того, кого какие были ожидания, как это ни странно, это была достаточно яркая кампания, по крайней мере, живая, потому что после достаточно долгого времени мы увидели конкуренцию, дебаты, дискуссию, там, я не знаю, желание там победить, желание завоевать симпатии, наконец, выборщиков спустя очень долгое время, да, буквально, там, спустя 2020 год. Но то, что к этому времени произошло с обществом, оно вот сейчас и выливается в эти результаты. Результатом номер один является низкий уровень явки. И для того, чтобы уровень явки был выше, к сожалению, было сделано очень мало. Зато были совершены существенные, серьезные ошибки. Какие это были ошибки? Вот сейчас я начну там виноватых искать. Я бы не хотела, конечно, так делать, но все равно я это скажу. Первое, мне кажется, что эти выборы должны были пройти раньше. Они должны были пройти хотя бы год назад. Может быть, тогда еще была какая-то надежда на то, чтобы явка была бы выше. Ну, по крайней мере, это вот здесь мое субъективное мнение. Потому что имидж Координационного совета за год, да, я имею в виду за тот год, когда Координационный совет второго созыва был, он существенно ухудшился. И здесь все сделали вклад в это дело. Не буду никого конкретно там называть, но в целом имидж оказался негативным, скандальным. Как бы это был такой мальчик для битья, и все с удовольствием в это играли, и в итоге мы получили что? Что это за Координационный совет там, и так далее. То есть выборы в орган, который не пользовался большой там, высокой репутацией. Это понятно, что никому не хочется связываться с этим, мало кому хочется с этим связываться. В конечном итоге, а самое главное, еще и вопросы безопасности. И вот этот вот, извините меня, оглушительный кейс с планом Пирогова в конце, ну, это, извините, да, было, ну, прямо подарок, извините. Это следующий момент. И последнее, что я хотела бы сказать, не сильно как бы углубляясь прямо в критику, но позиция Светланы Тихановской для меня лично была крайне удивительной. Я считаю, что, может быть, тактически
они решили и верно, чтобы она не принимала никакого участия во всем этом деле. И это ее позиция, заявленная в конце и в печатном виде, она даже не смогла записать никакого обращения. Это демонстрация отношения к Координационному совету как к институту, с моей точки зрения, навредила. Я считаю, что это ошибка, стратегическая ошибка Светланы Тихановской, что она этого не сделала. Тактически, может быть, она какие-то свои задачи решила, офис решил какие-то свои задачи, решал свои задачи. Я знаю, что они настаивали на том, чтобы выборы отложить на конец лета, но Координационный совет и кабинет приняли решение все-таки провести это сейчас. Кабинет настаивал на том, чтобы выборы были приурочены к выборам в Европарламент. Но Координационный совет поставил на 25 число, потому что дальше тянуть было некуда. Координационный совет и так критиковали за то, что он затянул этот вопрос. А на самом деле затягивал этот вопрос не совсем Координационный совет, как выясняется. Но это к вопросу об имидже. Всех собак вешали на Координационный совет. Поэтому стратегическая ошибка, с моей точки зрения, является неярко выраженная позиция Светланы Тихановской. И это всеми фактически читается, не только мной. Дело не в том, что я прям сижу и обижаюсь, почему Светлана Тихановская не пришла на конференцию, почему Светлана Тихановская не выступила, не призвала, не сделала хорошее обращение, чтобы это было видеообращение. Дело не в этом. Я не сижу вот так вот, не обижаюсь. Я стараюсь вообще, в принципе, не играть в такие игры, как обиды и прочее. Но это мнение экспертов. Мне об этом пишут все время. Меня спрашивают об этом журналисты, об этом говорят украинские эксперты. Чё уж там. Они-то вообще им пофиг, извините меня, все наши эти внутренние дела. В частности, Евген Магда об этом говорит. И тактически, наверное, они решили какую-то задачу. Стратегически это серьезный прокол. Пока, наверное, все. Я могу еще говорить о том, как кампания проводилась, какие были там небольшие недочеты. Общий уровень политической культуры, конечно, я была впечатлена низким уровнем политической культуры. И последнее. Равнодушие большинства белорусов. То, о чем, например, писал, по-моему, Зенон Поздняк, он говорил о том, что не надо народ по этому поводу хаять, народ это, как Бог, да, как говорится. Я так не считаю, у меня нет такого мнения на сей счет. Я считаю, что белорусы все еще неактивны, пассивны, потому что нет пока еще достаточного понимания, что борьба за демократию, борьба за свободу, это требует от нас усилий многолетних и отдачи. И что это не может быть таким прекрасным процессом, каким мы видели в 2020 году, как нам показалось, что мы одним буквально рывком можем оказаться в демократии благодаря нашим белым цветам, платьям. Нет, демократия строится в том числе и на страстях. И эти страсти принять как естественное и уметь формулировать свои интересы и соотносить свои интересы с программами, а не сидеть и не под гипнозом. Или же не разочаровываться, не отмахиваться. Да что они там могут вообще? Ничего они не могут. Это незрелость, конечно. Она для меня не стала удивительной, но это не очень приятно, к сожалению. Поэтому, в общем и целом, виноваты все мы, на самом деле. Понемножку, но виноваты все. А там всяких блох я могу еще накидать. Это с удовольствием. У меня как накопилось. Я думаю, что гэтых блох мы з вами половім наступным разам, тому что ўсё ж таки яшчэ кампанія не завершаная. Сёння яшчэ працягваюцца выборы у Координацыйную раду, яшчэ можна прагаласаваць. Так что давайте мы ўжо сёння блохалоўством займацца не будем, перанесем это на іншы, калі ўсё завершыцца, сфармуецца і стане зразумелым, колькі канчатковых
першапачаткова прагаласавала, хотя ўжо відавочна, что конечно там чаканых як мінімум 50 тысяч не будзе далёка, вот, але тым не менш і про ўзровень галасавання і ўзровень цікавасці мы з вами паговорым, без гэтага на жаль не абысціся наступным разам. Так что на сёння я развітваюся. Дзякую вялікі, спадарыня Роза, чакаю сёння вашага першага старта стрыму на вашем YouTube канале. Так что яшчэ раз дзякуй, до сустрэчы, глядзіце, подписывайтеся, не забывайте про сваю бяспеку. Ну і калі не прогаласавалі яшчэ, але ўсё ж таки разважаеце рабіць ці не, ну то можа быть можна і зрабіць, каб паспрабаваць, як гэта яно по уласнай ініцыятыве і выбіраючы прагаласаваць, зрабіць выбор. В конце я все-таки скажу, как лидер списка. Во-первых, голосуйте, обязательно голосуйте. Если вы за пределами страны и вам безопасно, что вам это стоит, посвятить этому 10 минут, да? Сделайте это ради себя в первую очередь, чтобы потом с нас требовать. Это первое. Второе, ну, конечно же, голосуйте за нас. Список номер 4, наша справа. Спасибо большое, уважаемые зрители. И живи Беларусь! Живи вечно. До встречи.